Здравствуйте! В эфире Канарской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Ежегодное послание главы Чувашии Государственному совету. Отлов и содержание безнадзорных животных. Организация деятельности по обращению с твердокоммунальными отходами. Эти и другие вопросы обсудили в ходе очередного единого информационного дня. Вместе с информгруппой во главе с руководителем управления Роскомнадзора Татьяной Евдокимовой мы посетили детскую музыкальную школу. Татьяна Львовна огласила основные направления развития региона, согласно посланию Михаила Игнатьева парламенту республики. Перед правительством поставлена задача к 2020 году привлечь не менее 250 миллиардов рублей инвестиций, ежегодно открывать как минимум 5 новых производств. К 2020 году планируется создать около 11 тысяч рабочих мест. Чувашия продолжает оставаться одним из самых стабильно развивающихся регионов Российской Федерации. Наша республика вошла в число 40 субъектов России, которые по итогам работы в 2017 году получили гранты за высокий темп роста экономики. В Канаше за 10 лет будет создано не менее 1000 новых рабочих мест и вложено более 7 миллиардов рублей инвестиций. Вопросы и проблемы по обращению с твердокоммунальными отходами решаются, тарифы пересматриваются. Если раньше мы говорили, что тариф единый для всей республики, сейчас уже Республиканская служба по тарифам получила поручение рассмотреть конкретные предложения регионов, районов о том, чтобы пересмотреть тариф на территории того или другого муниципального образования. Количество бездомных собак растет. В Чувашии есть случаи со смертельным исходом. Все собаки, независимо от пород и назначения, в том числе имеющие ошейники, находящиеся на улицах и иных общественных местах на территории города, оставленные без надзора, без предоставления необходимых условий их содержания, заботы и попечения, будут подлежать отлову. Во избежание причинения вреда здоровью людей, убедительная просьба сообщать о местах скопления безнадзорных животных по телефонам 2 13 64 и 2 01 01. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Какова обстановка с преступностью, снижается ли количество преступлений и кто находится в группе риска? На очередном заседании депутаты заслушали отчет работы отделения полиции по городу Канашу за 2018 год. В работе собрания принял участие глава администрации Виталий Михайлов. В своем отчете начальник отделения полиции Эдуард Николаев отметил, что в целом количество преступлений снижается за счет работы органов профилактики. Эдуард Олегович назвал категории лиц, которые создают эти цифры по преступности. Основные категории лиц, наиболее часто совершающие противоправные деяния, это неработающие, ранее судимые, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. За счет лиц, не имеющих постоянных источников дохода, происходила основная попытка криминальной стратегии. Их доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составила 65-50%. То есть мы за счет того, что лица, которые не работают, за счет этих лиц у нас основная преступность 65-50%. Сохранились проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Доля повторной преступности составила 60%. Что хочешь сказать? С одной стороны, цифры хорошие, из благополучных семей, из нормальных людей, которые до этого не совершали преступления нарушения, у нас не совершаются преступления. За счет того, что лица, которые ранее уже имели, так скажем, нелады с законом, они совершали данное преступление. Но при этом нас никто не снимал профилактическую работу, и здесь нам необходимо ее усилить. Число преступлений, несмотря на снижение, все же остается высоким. Хищение чужого имущества. Большинство противоправных действий происходит именно по этой статье. Но снизилось количество тяжких преступлений. Если раньше город Канаш славился тяжкими преступлениями, грабежи, разбой, убийства, квартирные кражи, а также кражи за автомашин и всего остального, в настоящее время мы перебороли, хотя уровень преступности довольно-таки высокий, но доля тяжких преступлений снизилась, и остались только незначительные преступления. Количество убийств, насильственных действий также пошло на спад. Данные цифры говорят о том, что в принципе все преступления, которые у нас на слуху, так скажем, простого обывателя, они все раскрыты. Это очень большой труд, огромная заслуга наших сотрудников, но и также заслуга населения города Канаш, которые активно нам помогают. Николаев отметил, что центральное расположение Канаша в Чувашии, его железнодорожный узел играют свою роль. Множество преступлений совершают гости города. Работа сотрудниками полиции ведется активная. Выслушав доклад, депутаты единогласно приняли отчет за 2018 год. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, администрация.
Сотрудники МЧС посетили Канашский транспортно-энергетический техникум. Там они провели профилактическую беседу со студентами. Встреча прошла в формате диалога. На вопросы отвечал начальник отделения надзорной деятельности пожарной части Владимир Михайлов, рассказывает Марина Баринова. По данным, приведенным Владимиром Михайловым, на 19 февраля текущего года по Чувашии зафиксировано 152 пожара. Это на 27 больше, чем в прошлом году, что говорит о неутешительных данных статистики. На сегодняшний день уже погибло у нас 14 человек, в прошлом году 7 человек. 2 раза у нас произошел рост пожара. Если взять по обстановке пожара на территории города Канаш и Канашского района, то у нас по Канашу у нас 5 пожаров произошло в этом году, 5 пожаров в прошлом году. На территории Канашского района у нас произошло 9 пожаров в этом году на сегодняшнее число, в прошлом году 5 пожаров. Первоочередная задача, которую ставят перед собой лица, ответственные за пожарную безопасность, это профилактика, которая включает в себя встречи с населением в форме схода граждан, бесед с обучающимися и воспитанниками детских садов и другие мероприятия. Мы участвуем на таких мероприятиях, как на собраниях. В последнее время сейчас у нас в феврале месяце проводятся сходы граждан на территории Канашского района, где мы также активно участвуем, где все сотрудники пожарного надзора, пожарной охраны принимают участие, отвечают на те или иные интересующие вопросы. Вместе стараемся решить эти вопросы. Человеческий фактор как основная причина возникновения несчастных случаев. Халатность и пренебрежение к правилам пожарной безопасности. Многие забывают об их соблюдении при пользовании электроприборами, отопительными печами, при топке бань и других случаях. Рассказываем о действиях при возникновении пожаров, потому что нередко случаи незнания, благодаря полученным нашим знаниям, они уже таких ошибок не совершают. Владимир Михайлов также рассказал ребятам о высших учебных заведениях МЧС и какие критерии отбора они должны будут пройти при поступлении. Наши земляки идут, поступают, и по окончании учебных заведений приходят к нам. И в Канаше тоже есть наши выпускники. Есть и в Чебоксарах тоже обучаются. Но в последнее время кандидатов много, но которые прошли по здоровью очень мало, потому что в настоящее время у нас по нашей специальности проходит категория по допуска, и таких здоровых ребят, к сожалению, очень мало. Если из 10, если 2-3 будет, это очень большой, конечно, плюс. И в завершение работа огнетушителя на практике. Вытаскиваем чеку. Держи теперь аккуратно. За рычаг. И все. Марина Баринова, Павел Павлов, Елена Бладцева. Специально для программы «Вести недели». В этом году Россия отметила 30-летие вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля в 10 утра состоялась панихида по погибшим. Митинг провели на сквере афганцев. Сегодня здесь для чего пришли, знаем, чтобы чествовать наших погибших друзей. Те, которые имена, фамилии высечены на границе здесь уже много лет. Это мы соблюдаем, эту традицию. И сегодня давайте возложим венки, цветы и отдадим дань памяти. Пусть земля им будет пухом, Царствие Небесное. Каждый из этих мужчин знает, что такое потерять друга. Каждый вспоминает те страшные годы, проведенные в Афганистане. Всех тех, кого сегодня с нами нету, конечно, даруй, Господи, вечной памяти им, Царствие Небесное. Всех, кто сегодня с нами, тех, может быть, кто по каким-то причинам, может, не смог сегодня присоединиться к этому большому торжеству. Это все сегодня еще и такая круглая дата, можно сказать, да, 30 лет. Хотя, я думаю, дата давности, так скажем, ее, наверное, не должно быть. Так? Но если, конечно, мы об этом будем помнить в первую очередь сами. Сегодня праздник, кровопролитная война позади, но эти 10 долгих лет в памяти героев. Поздравляю, присоединяюсь к сказанным, поздравляю с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Но, к сожалению, все меньше и меньше и в мирное время становится ваших сослуживцев. К сожалению, это, естественно, раны у кого-то, душевные раны. Может быть, в свое время не было реабилитации. Глава администрации отметил, что афганцы в очередной раз доказали миру, что советский солдат храбр, мужественен и отважен. Сегодня мне очень приятно говорить о тех вещах, я сейчас поменьше темы, то, что вы очень дружно живете в мирное время. Сегодня проехали и по Лугусойку нашего
вот этого сквера ведутся. Мы не стали делить именно афганцев, мы стали уже, время проходит, привлекать к этому уже всех ветеранов локальных боевых действий за пределами нашей страны. Поэтому большое, огромное вам спасибо за тот отчаянный шаг, который вы в свое время все произвели. Низкий вам поклон за то мирное небо над головой. Удачи, счастья, здоровья. Семьи пусть ваши будут в тепле, в уюте. Ветераны локальных войн возложили цветы в честь погибших однополчан. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, сквер афганцев. 17 сентября 2018 года для четы Зиновьевых стал самым страшным днем. В этот день погиб их единственный сын. Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии, на борту которого находился наш земляк Григорий Зиновьев. В память о герое в Канаше открыли памятную доску. Благодаря действиям таких ребят мы сегодня под мирным небом. Поэтому, я думаю, будет жить он в наших, если он в наших сердцах будет жить, он действительно, его память будет увековечена. И большое спасибо, конечно, директору и учителю за то, что вот такой шаг сделал. Я думаю, вы всегда будете об этом помнить. Памятную доску установили у главного входа в Канашский педагогический колледж, где учился Григорий. Сегодня почтить память героя приехали одноклассники, однокурсники, сослуживцы, родственники. Да, конечно, очень обидно терять своих детей в мирное время. Но Гриша принял военную присягу и погиб, выполняя спецзадание командующего вооруженных сил нашей Российской Федерации. Хочу сказать, мы должны гордиться, что Гриша Зиновьев получил образование здесь, в стенах этого колледжа. Ведь имя Гриши красными буквами написано в истории Российской Федерации. Григорий Зиновьев после окончания исторического факультета Чувашского педуниверситета заступил на срочную службу в Ленинградской области. Там же и подписал контракт о дальнейшей службе. Командировка в Сирию для него была третьей по счету. Выполняя спецзадание, Григорий погиб. Григорий очень много рассказывал о своем городе, там, где учился, очень хорошими словами, постоянно назывался. Вот он сюда приехал. Конечно, по такому поводу, вообще мы хотели с ним вместе сюда приехать в гости. Зиновьева знал весь город. Он был активным участником всех мероприятий, вел праздники, занимался спортом, любил карате и легкую атлетику, позитивно смотрел на жизнь и очень любил свой родной город. Спасибо большое. Благодарю одноклассников, благодарю всех, кто пришел почтить память о моем сыне. Я желаю всем здоровья, доброй жизни. Его друзья до сих пор не верят в то, что не стало такого светлого, жизнерадостного, доброго человека. С Гришей мы проучились 4 года в стенах педколледжа, и за все эти годы я ни разу не видела, чтобы он показал себя с плохой стороны. Это самый светлый человек, которого я знаю, самый добрый, позитивный, пластичный, настолько добрый, светлый человек. Хочу сказать огромное спасибо родителям, особенно маме, Татьяна Григорьевна. Спасибо вам, низкий поклон за такого сына, за настоящего героя, мужчину и за настоящего человека.
Для нас он всегда будет в наших сердцах, в памяти. Я не хочу говорить, что он был, он есть и будет. И я горжусь, что я училась с ним, что я его знаю. Мы всегда будем его любить. Ему было всего 34 года. Зиновьев Григорий Олегович, старший сержант, погиб при выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Указом президента Российской Федерации от 27 сентября 2018 года награжден Орденом Мужества посмертно. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Педагогический колледж. Что делать, если на улице увидели человека без сознания? Как определить состояние? Участники Олимпиады профессионального мастерства по сестринскому делу знают, что делать в этой ситуации. Далее сюжет о том, какие они, сегодняшние медсестры. Участники не только показали высокий уровень теоретической подготовки, но и блестяще справились с практическими заданиями. Также на мероприятии присутствовали не только студенты, но и эксперты, у которых мы узнали, в чем же заключается их работа. Это у нас все-таки региональный этап Олимпиады всероссийской. На данном этапе мы выявляем самых лучших и талантливых студентов среди наших общеобразовательных учебных заведений. По Чувашской республике к нам приехали гости также из Чебоксар и Новочебоксарска. И выявляем самых лучших студентов по специальности сестринское дело. Что туда включается? Ну, туда входят тестовые задания, практические манипуляции, которые они должны выполнить с успехом и показать блестяще, так как после окончания этого регионального этапа будут объявлены победители, которые, в свою очередь, поедут представлять нашу республику уже на российском уровне. А насколько тяжело обучаться в медицинском колледже? Ну, как понятие «тяжело» – это вопрос, конечно, относительный. В нашем медицинском колледже обучаться – это достойно, так как получаемая профессия, я считаю, является самой востребованной на рынке труда в наше время. Какие условия вы предоставляете будущим абитуриентам? Ну, абитуриенты у нас, скажем так, поступают, как и везде, в средних специальных учебных заведениях. У нас конкурс аттестатов проходит и психологическое тестирование, так называемый профтест на профпригодность, чтобы на начальном этапе, чтобы можно было, скажем так, узнать, человек тянется к медицине, годен он вообще, или у него интересы немножко в другой сфере. Поступление идет конкурс аттестатов. При желании все у нас поступают. Условия у нас, скажем так, хорошие, так как у нас учебное заведение одно из старейших, у нас есть свои традиции. Кстати, я сам тоже выпускник этого учебного заведения. В свое время я тоже сидел за этими партами. И даже некоторые преподаватели, которые у нас еще работают, также преподавали и мне. Ну что, у нас есть благоустроенное общежитие, спортивный зал, работают секции, кружки, имеется горячее питание, скажем так, удобное расписание для обучения. Практические занятия проводятся у нас на базе медицинских учреждений с отработкой практических навыков, как сначала, например, там, на муляжах, а потом уже воочию работают с самими пациентами. Поэтому я считаю, что у нас учиться очень интересно, достойно и престижно. Мы сегодня оценивали выполнение инвазивных манипуляций. Это была подкожная и внутривенная инъекция. Мы оценивали каждый этап, каждое действие наших конкурсантов. За каждое действие были выставлены баллы. Были оценены такие параметры, как умение общаться с пациентом, соблюдение инфекционной безопасности, соблюдение правильной техники выполнения инъекций. И все эти баллы в итоге суммировались, и выставлялся общий балл. Как и студенты, жюри также волновалось, как бы что-нибудь не упустить при оценке деятельности. И, думаю, сегодняшний опыт студентам нашим пригодится в дальнейшей их деятельности. И хочется им пожелать успехов в их будущей деятельности, здоровья прежде всего.
Максимально приблизить к реальным условиям. Вот один из основных девизов сегодняшней Олимпиады. Проверить теоретические и практические навыки участников, чтобы еще лучше подготовить их к дальнейшей работе. Евгений Джабаров, Елена Блацнова. Специально для КСТ. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Широкий ассортимент товаров, предлагаемых магазином низких цен «Светофор», в очередной раз радует покупателей. Мы постоянные посетители. Здесь очень широкий выбор, но и очень приветливые продавцы. Здесь довольно аккуратно, просторно. Поэтому мы сюда приходим. Часто сюда заезжаем, в этот магазин. Нам здесь нравится. Большой выбор. Просторно здесь. Цены небольшие, приемлемые. Главный выбор большой. Мы здесь покупаем, отовариваемся. Обилие товаров повседневного спроса, хозяйственных и детских, одинаково подкупают как женскую половину, так и мужскую. Ходим в магазин «Светофор», в принципе, часто, чем остальные супермаркеты. Ребенку подгузники, средства личной гигиены, там, колбасы очень вкусные, недорогие. Детское питание тоже для ребенка есть. В магазинах самообслуживания «Светофор» покупатели приобретают товары по низким ценам благодаря высоким требованиям к поставщикам. В магазины «Светофор» напрямую от поставщиков поступает товар, поэтому мы можем предлагать населению товар по выгодным ценам. Также всегда мы предлагаем дополнительные акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. В линейке товаров магазина «Светофор» также присутствуют кондитерские изделия, консервация, бытовая химия и многое другое. Подавляющее большинство товаров производятся и поставляются отечественными компаниями. Магазин «Светофор» – демократичные цены. Магазин «Светофор» – один из лидеров рынка среди магазинов товаров народного потребления по очень демократичным ценам. Магазин «Светофор», город Канаш, улица Котовского, дом 4.